Эта мусорная свалка на окраине города близка к экологической катастрофе. Окрестная территория площадью в 20 гектаров покрыта полиэтиленовыми пакетами, пластмассой и другими бытовыми и биологическими отходами. И это несмотря на то, что в 300 метрах отсюда располагаются частные домовладения. Магомед Башир Мусаев проживает здесь по улице Ленина с самого рождения. Дом строил еще его отец, изначально выбрав участок на высоком холме, даже не подозревая, что спустя десятилетия потомки будут вынуждены терпеть эту антисанитарию. خدمة متر 200 300 ونخي نوخش عكوس جريجي حاجة زبالة خلش والله عشت عداس كي بوصل عدلا داتس يفنا عدلا داتس تقع عادة طريقة دواش داتس موضوع هم هنجر ضيوح خرج أول قلر تخونه بقدر ديش. Мусорная свалка здесь будет ликвидирована методом рекультивации. Многими российскими учеными он признан экологически безопасным, поясняет Адам Баркинхоев. Так планируется локализовать эти горы отходов на отведенном рядом участке. Здесь же будет создана и так называемая чаша с гидроизоляцией, в которую и будет выливаться мусор. Все отходы, которые будут с 28 гектаров у нас площадь самой свалки, все отходы, которые будут собираться, будут сгребаться на этот участок. На этом участке они будут послойно уплотняться. Это означает, что слой отходов выкладывается, дальше выкладывается слой грунта. Отходы грунт. Для чего это делается? Для избежания пожаров, для избежания образования свалочного газа. Новый метод позволит очистить и саму почву. Сюда завезут новый грунт, и территория станет экологически чистой, так что местные жители смогут выгуливать скот. Изначально планировалось транспортировать отходы на Сунжинский полигон. Как оказалось, и он переполнен. Да и сама идея перевозки мусора хоть и менее затратная, но небезопасна. Вывоз отходов в нем есть минусы. Это, во-первых, у нас единственный полигон, который есть в республике, который уже фактически переполнен. Он находится в СП Нестеровской, это более 60 километров отсюда. Мы понимаем, что огромное количество КАМАЗов, которые отсюда будут выезжать, или крупной техники, оно приведет к тому, что будут разрушаться дороги, которые и так с трудом укладывались. Затем это все нужно будет восстанавливать. Это дополнительные средства из бюджета. Второе, это выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ. Постоянно вереница КАМАЗов, она будет выбрасывать. Это довольно-таки большое количество автотранспорта. Третье, это опасность на дорогах. То есть мы даже бывали случаи, когда при вывозе отходов зачастую случались аварии. Участившиеся случаи возгорания мусорной свалки и, как следствие, выброс вредных веществ в атмосферу стали причиной многочисленных обращений горожан в Министерство экологии еще в 2017 году. Тогда и было принято решение закрыть и ликвидировать свалку. С тех пор горы отходов перестали множиться. Под вывоз мусора местный муниципалитет выделил территорию в 10 гектаров уже в другой части Малгобека. Необходимость была к ликвидации данной свалки, так как навал грунта и выпас скота, у них загрязнение окружающей среды препятствовало всему этому. И люди обратились, мы с 2017 года проводили земельный муниципальный контроль, осуществляли здесь, и чтобы не вываливали мусор. Жители уведомлены, что мусор надо вываливать и выбрасывать туда, на полигон увозить, а не сюда. Ликвидация, а именно рекультивация мусорной свалки будет осуществляться благодаря реализации федеральной программы «Чистая страна» в рамках нацпроекта «Экология» в 2021-2022 годах. Средства выделены федеральным центром в объеме 1 миллиарда 312 миллионов. Пройдет ликвидация всей свалки. Из них 1 миллиард 257 миллионов это деньги из федерального бюджета, оставшиеся 60 миллионов это с республиканского бюджета. Ввиду того, что данная свалка занимает огромную площадь, почти 2 года была проведена огромная документальная работа в рамках ПСД, также были проведены экспертизы. Были замечания, конечно, эти замечания нами устранялись. И ввиду того, что нами проведена огромная кропотливая работа, данная свалка прошла у нас, и, соответственно, эти денежные средства были выделены ввиду того, что данные работы нами проведены в полном объеме. «Чистая страна» – федеральная программа, основная цель которой – уменьшение экологического ущерба, снижение риска негативного воздействия на окружающую среду и, конечно же, осуществление безопасной и комфортной жизни населения. Адам Мережков, Магомед Белокиев, Новости 24.